Добрый день, уважаемые наши земляки, соотечественники, жители Республики Татарстан, наши уважаемые татары и наши братские народы из регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Я председатель региональной общественной организации Республики Татарстан, то есть Общество татарских краеведов Бурханов Альберт Ахмеджанович, от имени руководства Всемирного конгресса татар, от нашего общества, наших земляков из Томской области, обращаясь к вам с следующим обращением. 12-13 сентября этого года, текущего года, мы будем проводить в прекрасном сибирском городе Томске очередной Всероссийский форум татарских краеведов. В подготовке этого форума очередного участвует оргкомитет, это исполком Всемирного конгресса татар, региональная общественная организация Общества татарских краеведов Республики Татарстан, местная общественная организация национальной культурной автономии татар города Томска и областное государственное автономное учреждение, это областное учреждение Томской области, Центр татарской культуры Томской области, Департамента культуры и туризма Томской области, совместно на основании, в рамках подготовки столетия Республики Татарстан и в рамках выполнения соглашения между Республикой Татарстан и Томской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном и ином сотрудничестве и плана реализации нашей программы работы Конгресса Всемирного конгресса татар и Общества татарских краеведов, а также по поручению руководства нашей республики, президента Республики Татарстан Рустама Нургалича Минниханова, мы будем проводить 12-13 сентября очередной форум татарских краеведов. Это 12-13 сентября, в четверг-пятницу. Основной пленарный день, это будет 13 числа. Проводим Всероссийский форум татарских краеведов. Тема специфическая и оригинальная, потому что именно благодаря предложениям специалистов, ученых, краеведов мы выбрали такую тему. Татарская городская слобода как важнейший базовый фактор подъема и расцвета нашей нации, то есть татар. Про прошлое, настоящие перспективы. Эта тема интересна с точки зрения рамках стратегии сохранения, развития и расцвета татарских населенных пунктов Татарстана и всей Евразии. Это очень важно, поэтому в рамках конференции мы планируем провести хорошие пленарные заседания, где будет где-то 10 докладов по основной теме, то есть изучение истории, современного состояния перспектив развития татарской городской слободы. Но при этом мы не будем забывать и роль села в развитии города и татарской культуры. И будет несколько секций. Мы планируем провести 2 или 3 секции, зависит будет от ваших предложений, ваших докладов. По результатам будет принят итоговый документ. В планах поездки город Томск — это прекрасный сибирский университетский исторический город, где татары имеют достаточно интересные истории. Мы будем посещать в рамках нашей поездки посещение и изучение истории Томской городской слободы и татарской деревни Томского, встреча с татарским культурным центром Томской области, концерт татарской самодеятельной группы будет состояться, встреча с коллективом татарских учебных учреждений, музеев, встреча с представителями власти и татарской общественности. Это общие. Работа по подготовке этого мероприятия будет вести представители, в первую очередь, национальной культурной автономии города Томска, председатель, уважаемый наш Хуснутдинов Мурат Варисович. Дальше будет вести эту же работу со стороны Томска Халитов Шамиль Камилевич. Это директор областного центра татарской культуры, Департамента культуры и туризма Томской области Халитов Шамиль Камилевич. От имени Конгресса работу, естественно, будет руководить Ринат Зинурович Закиров, руководитель исполкома Всемирного конгресса татар. Ответственным организатором, заместитель его первый, Данис Фанисович Шакиров, и мне поручен непосредственно ведение всей научно-организационной работы Бурханов Альберт Ахмеджанович. Я являюсь председателем Общества татарских краеведов Республики Татарстан и практически работаю и с краеведом Российской Федерации.
Тему я вам сказал. Что необходимо мне сказать? Мы определились соответствующие. Естественно, мы начали писать письма, индивидуальные письма специалистам, которые занимались. К сожалению, специалистов по этой теме не так много. Эта тема достаточно еще требует изучения. Но, несмотря на это, мы определили квоту и начали писать письма, кого мы знаем. А тем регионам, в которых нас надо будет поднять эту проблему, это перспективная тема, мы будем обращаться и уже начали обращаться региональным структурам татарских общественных организаций. И надеемся на их поддержку и предложение достойных кандидатов, которые будут. К сожалению, количество квота ограничено будет. Мы предлагаем где-то собрать 200-205 человек, и она будет представлена приблизительно. Европейская часть, включая и Республику Татарстан, Поволжье, Крым, Москва, фактически вся европейская часть Российской Федерации, это будет представлять 60 человек вместе с Республикой Татарстан и Башкортостан. Хотя Башкортостан можно и туда, Уральской зоне отнести в некоторых случаях, зависит от территориального. Где-то 100 человек представлять будет регионы Урала, Сибири, Дальнего Востока. Где-то 40 человек мы предполагаем из города Омска и Томска и Томской области. Возможно, уже есть заявка, будут представители Узбекистана и Казахстана, потому что эта тема актуальна и для нас, для них, потому что там действительно татары сыграли большую роль в формировании этих городов, этих республик. Ну, основную тему мы сказали. Мы в планах будем поднимать такие вопросы. В первую очередь, конечно, эта тема связана с татарской городской слободой, его прошлым, современности и будущем. И необходимо сразу отметить, что история татарских городов достаточно богатая, еще времен гуннов, затем период тюркского каганата, Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанской и других ханств. Мы всегда были народом городским. У нас городская культура была буквально до вхождения в состав Московского государства. Несмотря на это, татары перед русского государства, Московского государства всегда являлись активными жителями городских поселений. Но при этом сельские поселения тоже не оставали, они активно участвовали в городской жизни, торговле и так далее. Ну, поэтому мы будем уделять внимание истории татарского села, его роли в жизни, развитию нашей культуры. Будем обращаться внимание и окружающей среде городских посадах, экологии проблем, памятникам историко-культурного наследия. Это археологические, эпиграфические, архитектурные и иные памятники, их перспективы сохранения, изучения и превращения этнотуристического объекта. Древняя, средневековая история, новая, новейшая история. Вопрос изучения культуры, проблемы исчезнувших городов, исчезнувших сел, выдающаяся жизнь и деятельность и творчество выдающихся личностей татарских, это выдающихся ученых, архитекторов, купцов, которые, деятелей религиозных, просветителей, которые сыграли большую роль в развитии татарского городской слободы, квартала и села. Культовые светские памятники архитектуры и ряд других тем, которые мы предполагаем. Здесь и торговля, и рыбная ловля, и судоходство, проблема, связанная с кладбищами, преподавание, проблема этой в школе, учебных заведениях, музеях, изучение архивных материалов и ряд других материалов, которые мы предлагаем и будем стараться. В информационном письме, которое будет в ближайшие дни опубликовано на сайте Всемирного конгресса, все мы подробно вы можете изучить. По интересующимся вашим вопросам, вы, естественно, можете обращаться к представителям оргкомитета, в первую очередь в городе Томске. Это, я уже повторяюсь, значит, руководителю национальной культурной автономии татар города Томска и Томской области Хуснуддину Мурату Варисовичу и директору областного центра татарской культуры Департамента культуры и туризма Томской области Халитову Шамиль Камилевичу. Значит, в Казани вы всегда можете в любое время обращаться к нашим руководителям, в первую очередь Назину Закирову, руководителя исполкома. Непосредственно активно этим будет заниматься первый заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса Данис Фанис Шакиров и, естественно, напрямую мне, Бурханов Альберт Ахмеджанович, председатель общества татарских краеведов. Я буду стараться вам по возможности чем помочь. Мы с своей стороны обращаемся к всем специалистам, ученым в первую очередь, краеведам, работникам туристических структур, экономистам,
кто связан деятельностью городской, архитектором, кто связан с городской жизнью татар и населенными пунктами татар, представить свои предложения, тематики выступлений. Мы включим обязательно, будем учитывать ваши предложения. И, пользуясь случаем, я обращаюсь всем вам от имени оргкомитета, как со стороны Томска, так и Казани. Просим активно участвовать в нашем мероприятии и направить свои предложения, тематики выступлений. Сайт Всемирного конгресса, наш адрес, который там будет опубликован. Ждем всех в прекрасном Сибирском университетском и культурном центре Сибири, городе Томске, Томской области 12-13 сентября. Добро пожаловать. Все встретимся в Сибири. Спасибо.